Всем привет! Добро пожаловать на канал Giveaway Motovlog. В этом видео я буду рассказывать о том, как я буду устанавливать сумку на свой бензобак. Для этого у меня, значит, под рукой есть сама сумка, которую я недавно купил марки Givi. Ну и, соответственно, система адаптеров, которую я сейчас буду устанавливать на бензобак. Итак, друзья, вот что мы имеем. На одном сайте я, значит, купил вот этот вот установочный кит. Здесь мы видим, давайте откроем ее, посмотрим, и внутри мы увидим инструкцию по установке, 4 длинных болта и вот такой вот якобы трафарет или держатель, в общем, наверное, скорее всего, держатель для установки сумки. Ну а вот это вот само крепление сумки, оно шло вместе с сумкой. Сумку я вам показал. Вот она сумка. Так, модель точно не могу сказать. XS807, что ли, что-то вроде этого. Сейчас я буду устанавливать вот этот держатель сверху своего бензобака. Для этого нужно открутить 4 болта, поставить вот это вот кольцо и закрепить их с помощью вон того трафарета. Так, сумка и сам держатель идут с очень хорошей такой инструкцией. Здесь видно, что вот это вот кольцо, которое держит саму сумку, бывает двух видов. Первый вариант и второй вариант. Если у вас второй вариант, это у нас старая модель, то вам, соответственно, потребуется сверлежка. Здесь прям указано, что требуется сверлежка, если у вас вариант Б. Если же вариант А, то здесь уже идут заранее подготовленные прорези. Вы всего лишь, что получается, вставляете вот это кольцо и стягиваете его. Мне повезло, что у меня оказалась новая модель держателя. Проблем это не должно доставить. Нужно будет всего лишь открутить, поставить само кольцо согласно этой диаграмме, поставить сверху адаптер, ну и стянуть его, и все. Работаю по сути на 5 минут. Вот мой инструментарий. Вперед, поехали. Вот здесь вы видите, что я уже установил сам держатель, установил трафарет. Теперь я стягиваю это шестигранным ключом. Ну и все. Работа реально очень простая. Жаль, что инструкции не говорят, с какой силой натяжения нужно натягивать эти болты. Ну, здесь как бы нужно следовать, наверное, чутью и, собственно, опыту. Имейте в виду, что это само кольцо, оно пластмассовое, а вот этот центральный трафарет, он металлический. Поэтому, дабы он не хрустнул, я бы чересчур его не затягивал. Прекрасная вещь, инструкция, значит. Кстати, сумка у меня модели XS307. И проезд этой сумки в том, что ее можно регулировать. Видите, сумку можно подвинуть вперед и назад. Сейчас я установлю сумку и посмотрим, как это дело все смотрится в собранном виде. Вообще классная сумка. Классное решение от Givi. Установить сумку сверху адаптера, и как раз таки тот самый случай, когда вот этот адаптер, вернее само установочное кольцо, нужно подвинуть чуть вперед. Вот видите, вот эти два отверстия. Нужно сделать его вперед, чтобы сумка фиксировалась где-то в этом месте, так как руль мешает тому, чтобы сумка установилась посередине. Сейчас буду двигать это кольцо. Вот и все. Я очень сильно переживал, что подвинув нижнее установочное кольцо в самое переднее положение, я боялся, что руль будет ему сильно мешать. Но тут никаких проблем нет. Руль спокойно вертится налево-направо. Я только что попробовал посидеть, и сумка абсолютно никак не мешает комфортной посадке. Вот и все. Вот оно кольцо, вот она сама сумка. Здесь мы видим разделы для карты. Здесь внутри она открывается. 15 литров у нее объем. Вот, внутри у нее имеется ремень для переноски, дождевик, раздел основной, куда складываются все вещи, и он стягивается этим шнурочком, дабы ничего не попало туда и не намокло. Тут специальное отверстие идет, видно, нет, вот оно отверстие, куда просовывается шнур для зарядки электронных устройств. Электропитание я буду брать отсюда, с этого порта. Ну вот и все. Ну вот и все. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, это видео кому-то пригодится. Как я уже сказал, модель этой сумки, значит, марка Givi, а модель XS307. Небольшая и не маленькая. В общем, самый средний размер я взял, дабы ездить по городу. Короче,
Вот весна уже на носу. Поездим, посмотрим, а там дальше уже отпишусь, как она пойдет. Всем удачи, всего хорошего и пока.